Сегодня в Туве впервые проводится День тувинского языка. Эту инициативу в ноябре минувшего года озвучил народный писатель Тувы Александр Доржай на встрече с главой республики. Она была услышана и поддержана. 18 января 2016 года указом главы республики был учрежден День тувинского языка. Ежегодно он будет отмечаться 1 ноября. По случаю Дня тувинского языка по всей республике проводятся лингвистические, литературные и познавательные мероприятия. Диктанты, конкурсы чтецов, круглые столы и флешмобы. Сегодня в конференц-зале Тувинского госуниверситета проводился первый республиканский форум тувинского языка с участием ученых и экспертов. Здесь же открылся учебный кабинет, в котором желающие могли пройти краткий курс обучения. Здесь в качестве обучающихся побывали вице-премьеры правительства Тувы Александр Брокерт и Максим Тунев. Все говорят на тувинском языке, но с другой стороны, всех методик английского, немецкого языка преподавания много, их можно скачать в онлайне, поучить. Вот с тувинским это проблема. Поэтому такие живые уроки, они, конечно, очень результативны, очень нужны. Но, в общем-то, у нас в том числе возникла мысль в том, что необходимо дальше идти. Сохранить, поддержать и развить тувинский язык как государственный язык Республики Тува и неотъемлемую часть культурного и духовного наследия тувинского народа. Таковы основные цели Дня тувинского языка. Да, в тувинском языке очень много заимствований из русского через русский, из других европейских языков. Это в основном касаются терминов. Термины у нас в основном заимствованные. Мы можем их только толковать для населения на тувинском языке, только чтобы было понятно населению. Тува за гармоничное двуязычие. В Туве 2014 год был объявлен годом русского языка. Была учреждена должность государственного инспектора по русскому языку. Учреждены гранты главы республики для преподавателей русского языка, его носителей, выезжающих в села республики. Теперь в фокусе и развитие тувинского языка.